В Барагонцах Усть-Алданского улуса дан старт 8-м спортивным играм народов Якутии. Ожидается, что игры посетят более 20 тысяч человек со всей республики. Прямо сейчас на них участвует 6 тысяч спортсменов, организаторов, судей, волонтеров и представителей средств массовой информации. Спортивные игры народов Якутии, которые называют Якутской Олимпиадой, проводятся один раз в 4 года в разных улусах. Начиная с предыдущих игр 2019 года в Амге, спортивные игры начали традицию представлять талисманы, которые символизировали бы главные достояния земли хозяйки. В Амге официальными символами выступили пшеница, земляника, капелька и цветок сардана. Талисмана нынешних игр зовут Джигагей, и сегодня мы расскажем, как он появился и что означает. Белый конь Джигагей является символом величия и могущества, дружбы, вежливости и стремления к победе. Палитра талисмана выполнена из основных цветов герба улуса. Медаль с датой 1996 года на груди талисмана и число 2022 на факеле показывают спортивную историю улуса, а также год проведения 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. На факеле изображена географическая особенность самого большого аласа в мире – Мюрю. Цифра 8, изображенная в виде пламени, означает 8-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Автором талисмана является Прокопий Колодезников, народный мастер республики. Примечательно, что Прокопий Михайлович является также автором герба Усть-Алданского улуса. В основу дизайна медали лег священный образ легендарного озера Мюрю. Оно находится в самом большом аласе в мире, в Усть-Алданском улусе. Как рассказали организаторы соревнований, расходящиеся волны из центра медали передают сияние Мюрю, в которое заложены положительный посыл и память о месте проведения спортивного мероприятия. Стилизованная эмблема игр, профили образов мужчины и женщины ярко вписались в неровный диск медали. Пара будто со склона сопки любуется далью и рябью озера. Также победителям будут вручены статуэтки Маягаттабертхара, легендарного богатыря якутской земли. По одной из легенд, до 9 лет у ребенка был страшный недуг, он не мог ходить. Днями и ночами за ним ухаживала мать Дурбан, женщина с огромной силой. Она могла легко поднимать туши животных по 100 килограмм и разделывать их. Долго за сыном ухаживала мать и в конце решила напоить его кровью. Подействовало зелье как по волшебству, вернула силы ребенку и поставила его на ноги в считанные минуты. Отсюда и начинается жизнь, полная приключений. Стал юный Бертхара охотиться, рыбачить и отправляться за 100 километров от дома каждый день. Все районы стали говорить о силе и мощи юноши. Высокий, под 2 метра 30 сантиметров ростом богатырь с легкостью поднимал по 100 килограмм. С такой силушкой он был завсегдатаем разного рода соревнований. Говорят, что на состязаниях праздника Исэх, который устроил Тыгындархан, Маягатта всех выиграл. Вот все, что вам нужно знать о символике 8-х спортивных игр народов Якутии 2022 года. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и делитесь новой информацией со своими друзьями.